активисты нашего фонда, да, в рамках деятельности общественной палаты мы поехали с профилактикой. Работа проходила сразу в 11 школах, и охвачена была параллель 7, 8, 9, 10, 11 классы. Вечером проводились родительские собрания. Но попав вот туда и увидев действительно вот всю глубину, я повторю еще раз, той пропасти, в которую мы катимся, я сейчас понимаю, что профилактировать там уже некого. То есть нужны кардинальные методы, это и необходим вообще общественный террор. В настоящее время. Я считаю, что выход один — это возврат к еще советским методам лечения, да, только с более медикаментозным. Уровень должен быть больше, медицинские программы. Необходимо привлекать Минздрав, Коми, для этого выходить с обращением к главе республики нашей, к Вячеславу Гайзеру, возвращением в отрезвители, какие-то такие тотальные жесткие меры. И, конечно, общественности надо просто встать на дыбы и осознать, что либо мы сейчас проблему будем как-то совместно преодолевать, либо мы вымрем все медленно, но верно. Вот смотрите, вы говорите о том, что, например, да, там вот это ЛТП, да, вернуть из такого советского прошлого, но по большому счету ведь они не только вот эту функцию несли, это был достаточно жесткие тюремного образца заведения, которые, да, то есть в такие условия загоняли достаточно жесткий человека. То есть вы как то есть вот с учетом этого, то есть в каком виде они должны быть, опять же, как права человека будут при этом соблюдаться, и насколько, ведь алкоголик, он не человек, который нарушает закон, да, то есть и в тюремное содержание для него по конституции, по каким-то нормам. Я, во-первых, не согласна немножко с тем, что алкоголик — это человек, который не совершает закон, потому что, опять же, если вернуться к статистике, любой алкоголик, он, наверное, единицы алкоголиков не нарушает закон, потому что это все те же кражи, да, разбои, какие-то бытовые преступления, да, в семьях. По поводу... Я считаю, что не нарушает, потому что это болезнь. В любом случае это болезнь серьезная, и общаясь вот с зависимыми людьми, я это знаю с практики работы в фонде, ни один человек не признает то, что он в проблеме, то, что он зависим, то, что он алкоголик, и поэтому я считаю, что это будет такая вот помощь своеобразная ему. Это получается принудительно все-таки? Принудительно, конечно, потому что я еще раз повторю то, что они просто не признают. Ни один человек, из всего опыта работы у меня не было ни одного человека, например, зависимого алкоголизма, который пришел бы и сказал: я алкоголик. В основном это приводят родители, жены, родственники, друзья. Потом уже, когда помогаешь человеку, когда он проходит реабилитацию, он это признает впоследствии уже. Но на начальной стадии нет, когда он непосредственно еще в проблеме. Опять же, все равно, чтобы до конца это понять, если человек не согласен, если он против, если он на сегодняшний день не нарушал закон, как поместить его в такое заведение, не нарушив его права? То есть какой опыт у вас, может быть, есть? То есть, если сам человек к этому не пришел, это же... Нет, понятно, что и механизм сложный, и нет сейчас четкой, да, программы какой-то, и над этим надо работать, и мы будем это делать. Но в основном вот сейчас, опять же, из опыта и из практики, это в основном, конечно, родители, близкие люди, которые находятся непосредственно с этими людьми рядом. Координаторы нашего фонда, например, встречают где-то таких людей, разговаривают с ними. Очень много зависит от общественности, от общественного мнения. Потому что даже буквально у меня недавно случай был, мама, видно, что женщина выпивает, ребенок 4 года. Просто мама покупает пиво, ребенок просит шоколадку, она ему не покупает. Начинает ругаться, начинает как-то что-то. Я начинаю разговаривать с ребенком, узнаю просто, в каком садике он учится, и дальше, можно же поговорить и с воспитателями как-то. Понятно, что единичный случай, понятно, что проблему не решить, но с другой стороны мы понимаем, что эту проблему решать надо. И на сегодняшний день, я считаю, объединившись действительно с главой республики и с Министерством здравоохранения, и с общественными организациями, создать некую антиалкогольную коалицию, объединение антиалкогольное среди общественников нашей республики, я думаю, что мы можем серьезно уменьшить ее. Сколько у вас сейчас реабилитационных центров, где они находятся, и сколько человек уже удалось вернуть к нормальной жизни? Республиканский наш центр находится поселок Мисью, Княж-Погостского района Республики Коми. В настоящее время у нас на реабилитации, летом у нас было около 70 человек на реабилитации, сейчас это число снизилось, около 50 находится, проходят реабилитацию ребята. Вообще за время существования центра реабилитационного
у нас реабилитация, но я буду говорить о людях, которые прошли реабилитацию, у которых уже стойкая такая ремиссия, которые достаточно длительный период, 3-5 и более лет не употребляют наркотики. Это порядка 300 человек. То есть, а вообще лица, которые находились в центре на реабилитации, понятно, что это число намного больше. Но вот такой результат работы у нас уже есть сейчас на настоящее время. Речь идет только о наркоманах, Нет, алкоголики в том числе. В том числе да. в составе Да. человек. А вот такой момент еще. В принципе, встречались публикации раньше, может быть, сейчас как-то реже это все, что вот эта организация, она что чем-то средней секты, какие-то вот элементы присутствуют. То есть вот на сегодняшний день как? Ну, я понимаю, что у вас какая-то своя позиция. И вы слышали такие обвинения? Ну, обвинения действительно слышали, просто в настоящее время в Российской Федерации нет ни одной программы по реабилитации, в которой бы не было духовно-нравственного восстановления личности. Потому что если мы берем того же алкоголика или наркомана, то есть воровать этим мы не брезгуем, разбой этим мы не брезгуем, маму дома там обманывать, ну, это просто все вот аморальные, наверное, качества и поступки, которые может совершить человек в жизни, совершает наркоман, да, но менее алкоголик. И мы понимаем, что вот те вот 10 заповедей, да, наверное, ну, это как бы основа должна быть, потому что это правильные вещи: не убей, да, не укради и так далее и тому подобное. А секты, может быть, называют, исходя из этого, опять же, люди не зная, потому что, ну, я общаюсь, я слышала вот это, но когда люди приезжают, когда люди видят, и я общаюсь с людьми впоследствии, нет, ну, однозначно. Никто, то есть они отказываются от такого ярлыка, скажем так? Конечно, отказываются, потому что, ну, опять же, исходить из понятия, а что такое вообще секта? У нас открытая территория, у нас нет заборов, у нас нет никаких там религиозных каких-то обрядов. Приезжайте, посмотрите сами. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Хорошо, вот такой момент еще. Я так понимаю, что все равно организовать так или иначе, да, вот работу такого центра, это все равно стоит каких-то денег. Вы это делаете бесплатно для этих людей, которые больны, да? Или же все равно это какой-то взнос, это что-то? Вы знаете, сама реабилитация у нас бесплатная в центре. Оплачивается питание за счет того, что на территории реабилитационного центра функционирует крестьянско-фермерское хозяйство. Эта сумма, она достаточно минимальна на сегодняшний день, потому что у нас очень хорошее питание в рационе каждый день у ребят. И молоко, и молочная продукция, тот же творог, тот же масло, все натуральное, все со своего хозяйства. Оплачивается питание в размере 200 рублей в день. То есть можно посчитать, да, месяц пребывания там стоит 6 тысяч рублей, но благодаря тому, что есть люди, которые помогают благотворительному фонду, у нас порядка, наверное, больше сейчас 30% ребят, которые находятся на реабилитации, у которых нет родителей, у которых нет где взять эти деньги, они находятся бесплатно. Но опять же, каждый вопрос вот этот, он решается индивидуально. То есть если человек, в принципе, готов какую-то сумму внести, да, принимается. Понятно, что мы не можем, с другой стороны, всех принять бесплатно, потому что это оплата и тех же коммунальных услуг, это и свет, и вода, и так далее, и тому подобное, расходы большие. Но, с другой стороны, я не знаю ни одного человека, которому бы отказали в реабилитации, который не имел финансов, благодаря помощи, благодаря поддержке. Еще такой момент, вот вы говорили о социально-нравственном таком каком-то, да, воспитании. Так понимаю, широко применяется трудотерапия, так называемая, да? Какой вот эффект это дает, и как человек к этому приходит? Он сразу готов включиться в какую-то работу или же? Ну, у нас сейчас в центре большое количество людей, находящихся на реабилитации, они вот в России называют, да, этот наркотик крокодилом. У нас это седло, да, дизоморфин, седалгин и так далее и тому подобное. Ни для кого не секрет, что они очень сильно гниют и очень сильно поражено здоровье. И в основном у нас ребята, когда приезжают, ну, после употребления этого наркотика, они какое-то время еще не сразу могут работать, потому что они еле ходят, у них гниют ноги, и они восстанавливаются. После того, как они восстанавливаются, опять же, ну, где-то мы их в больницу, да, определяем, они проходят стационарное медицинское лечение. Когда они уже, так сказать, восстанавливаются, приходят в себя, они работают, да. Без работы, без трудотерапии, я считаю, что реабилитация, она не будет эффективна, потому что вся вот жизнь взять, если того же наркомана, 24 часа было направлено на поиск наркотиков и на их употребление. Чем-то это время надо забивать. Ну, просто лежа на кровати или сидя на лавочке, но эффекта не будет. А здесь они учатся чему-то.
Они заняты делом, они видят, как можно, ну, то есть они видят альтернативу, как можно вообще проводить свой день. Потому что у нас очень сильно распространено мнение того, что работы нет, делать нечего. Показываем, что можно делать, потому что, будучи в том же Усть-Куломском районе, с нами был заведующий наркокабинетом Абрамянц, Людмила Сергеевна, которая вышла на сцену и говорит, что вы мне говорите, работы нет, работа есть всегда. Можно полы помыть, можно маме помочь и так далее и тому подобное. Я с этим полностью согласна. То есть это у вас тоже вы предлагаете такого рода работу, да? То есть такое хозяйство? Да, то есть это реабилитационный центр, все, что там делается, ребята, можно сказать, обеспечивают сами себя. Девушки готовят кушать, парни где-то работают, вот непосредственно, чтобы было на ужин молоко, сметана, мясо. То есть разного рода. Да, потом также мы обучаем столярным работам, работать с деревом, строительству некому. Ну, в зависимости от того, вот. Еще тоже такой вопрос. Вот вы, получается, как благотворительный фонд, ну, я просто как схема, опять же, то есть есть вот в Коломский район, есть этот вот миллион, который они могут на это потратить. То есть вы готовы помогать, вот, допустим, таким работам району, то есть финансово как-то поддерживать, то есть или вам хватает вот только обеспечить вот ну, пока мы не готовы, пока нет, не готовы. Потому что пока, да, действительно, мы понимаем, что и реабилитационный центр необходимо развивать, потому что работаешь, все же из опыта приходит. Где-то видим проблемы в своей работе, поэтому пока нет.